Всем салам алейкум. Я приехал в Шаартуз с целью, которая находится чуть дальше от района, в сторону Айваджа. Если помните выпуск с мавзолеем Тило Халоджи, я еду показать вам мавзолей и медресе Ходжи Машхад. По прибытию, можно сказать, недалеко от Ходжи Машхад я увидел исторический музей, в который я сейчас вместе с вами, мои зрители, зайду. И после уже направлюсь в Ходжа Машхад. Так что устраивайтесь поудобнее, выпуск будет насыщенным. Всем приятного просмотра. Мавзолей и медресе Ходжи Машхад – это один из самых известных и выдающихся исторических памятников в Центральной Азии. Он расположен на юге Таджикистана, в поселке Шаартуз, в 6 километрах от Шахри-Туз. Мавзолей и медресе Ходжи Машхад представляют собой два здания из обожженного кирпича. На первый взгляд они могут показаться совершенно одинаковым, но это не так. Западное строение декоративно-елочной кладкой, а восточное – фигурное с использованием уголков кирпичей. Вокруг мавзолея находится просторный прямоугольный двор, который окружен остатками разрушенных помещений. Сооружение относится к древнейшим мусульманским постройкам Республики Таджикистан и в полной мере отражает культурные и эстетические взгляды народа 9-12 веков, воплощает в себе историю целой эпохи. Первое детальное изучение мавзолея и медресе Ходжи Машхад произошло в 20 веке. Мавзолейный комплекс сооружался из кирпича, прошедшего обжиг. Западное здание имеет кладку в виде елочки. Восточное выкладывалось созданием рисунка, в котором прослеживается чередование кирпичных уголков. Во внутренних помещениях установлены могильные сооружения. На заднем плане мавзолея спланирована дворовая территория.
Она обладает прямоугольной формой и окружена разрушенными стенами и помещениями. Во дворе устроены могилы. В залах под куполом созданы земляные полы, на них тоже установлены надгробия. Многие специалисты полагают, что здесь было организовано общежитие, имелось помещение для приема пищи, молитвенного чтения, сборов, омовений, а также присутствовала баня. В Ходжа Машхад практиковали священные захоронения. К мавзолею тянулись паломники из Центральной Азии. Архитектурный объект, безусловно, интересный образец таджикского народа. Также легенды гласят, что мавзолей возник за одну ночь и считается чудом, посланным Аллахом. Ходжа являлся выходцем из Ближнего Востока и принадлежал к разделу богачей. Есть и такое мнение, что он вкладывал собственные средства в строительство медресе. После кончины Машхад упокоился в местности Кабудион. Он активно проповедовал ислам. Честно, пока нет конца спорам по поводу назначения указанных сооружений. Есть мнение, основанное на расположении по дворовому периметру келли, свидетельствующее о присутствии территории. Некоторые ученые склонны относить исторический объект к категориям сложных мемориалов, которые становились пристанищем для паломников. Мой зритель, спасибо тебе за уделенное время. Заходи в коммент, оставь свое мнение, пиши, какие места хочешь увидеть в новых выпусках. Я не прощаюсь, до новых встреч на этом же канале Лахути Лайв. Всем пока.